Здравствуйте, уважаемые граждане! Сегодня мы с вами поговорим на тему новой коронавирусной инфекции, которая становится и не сходит с страниц печатных изданий, СМИ, социальных сетей. Говорят все об этом. И сегодня я хотел бы внести, насколько это возможно, ясность в некоторые вопросы по коронавирусной инфекции. По поручению главы республики был создан штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Штаб возглавляет вице-премьер, заместитель председателя правительства Ахмадов Шахид Саидович. Задача этого штаба – координировать работу всех тех ведомств, которые участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Дело в том, что новая коронавирусная инфекция, этиология этой инфекции, коронавирус, он недостаточно изучен, не ясны все механизмы до конца, поэтому можно говорить предположительно, условно. И на сегодняшний день есть большое количество предположений уважаемых вирусологов, эпидемиологов о том, что коронавирусная инфекция будет носить сезонный характер, так же, как это происходит, например, с гриппом, с другими ОРВИ. Поэтому ожидание, что с потеплением конец апреля, середина апреля пойдет в это время распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад, и мы надеемся, что вся эта шумиха утихнет и экспрессия этого вируса не достигнет популяции людей такого уровня, как, например, вирус гриппа. Острая респираторная вирусная инфекция, вызываемая другими вирусами, от того же вызываемой коронавирусной инфекции практически ничем не отличается. Единственным настораживающим моментом может быть появление сухого или малопродуктивного кашля. Значит, это является сигналом к тому, что нужно обращаться к врачу. Не говоря уже о случаях осложнений в виде пневмонии. При этом значение имеет не только появление этих признаков, но большое значение имеет и эпидемиологический анамнез, а именно прибытие этого человека скажем, это для нашей Чеченской Республики, прибытие этого человека например, тех же стран Европы, Китая, или же, если бы он был в контакте с уже пациентом, у которого диагностирована коронавирусная инфекция. В плане готовности медицинского персонала, так скажем, к потенциально возможной встрече с коронавирусом полная. Мы готовы, об этом не раз говорил и глава республики, как в плане оборудования, оснащения расходников, так и в плане знания медицинского персонала. Значит, есть договоренность с Ставропольским краем о том, что передвижная лаборатория, которая имеет возможности в том числе и диагностирования коронавирусной инфекции, она прибудет в Чеченскую Республику, будет работать в Чеченской Республике в течение некоторого времени. И задача этой лаборатории – усилить диагностические возможности в отношении вновь прибывающих людей из Европы к нам на территорию Чеченской Республики. Нужно понимать, что есть данные по Соединенным Штатам Америки, у них на высокой стадии готовности вакцина, несколько разновидностей вакцины готовы и у нас в Новосибирске, в Российской Федерации, но при этом нужно понимать, что есть законодательные нормативные сроки внедрения вакцин в клиническую практику, то есть это должно пройти клинические испытания сначала на животных, потом на добровольцах и только после этого на людях, а это сроки от года до года и 2 месяцев. Поэтому ожидать, что вакцина появится в ближайшие месяцы, если не произойдет каких-либо изменений нормативных актов и риск побочных эффектов отсроченных тоже никто не отменял, то есть использование вакцин без вот этих клинических испытаний. Поэтому правильно говорить, что мы можем говорить об использовании вакцин в долгосрочной перспективе. Это год и 8 месяцев примерно. В Саудовской Аравии 118 случаев, была такая последняя информация, может она изменилась, 118 случаев зарегистрированной коронавирусной инфекции. Конечно, общая
так скажем, пожелание к всем людям, гражданам, это не находиться в местах массового скопления. Значит, поэтому эти правила распространяются в любой стране, в том числе и в Саудовской Аравии. Принимается ряд мероприятий, в том числе и в этой стране. Это недопущение людей, которые имеют признаки острой респираторной вирусной инфекции, к посещению этих массовых мероприятий. Возможно, таким образом посещение умры, совершение хаджа станет возможным. В Чеченской Республике, как я уже говорил, не зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции. Значит, вместе с тем мы берем наиболее худшие сценарии, в частности, сценарий развития событий в Италии, Германии, Франции, меньше в Соединенных Штатах Америки, и примерно рассчитываем количество населения, на это количество населения, скажем, количество случаев, максимальных случаев заражения коронавирусной инфекцией, и исходя вот из этих расчетов готовимся и по оборудованию, по расходному материалу, по койкам, которые мы готовим на случай возникновения такой необходимости. Поэтому самая лучшая медицина – это профилактическая медицина, поэтому мы стараемся на этом этапе упредить возникновение этой инфекции здесь, у нас в Чеченской Республике, чем дальше потом заниматься лечением этих пациентов. Мы постараемся сделать упор именно на профилактику, на недопущение таких масштабов, которые мы наблюдаем сейчас в Европе. Вокруг коронавирусной инфекции очень много слухов, очень много и в социальных сетях распространяется информация, зачастую ложная, от имени известных людей. Мы вот наблюдаем опровержение уже многих специалистов, которые, так скажем, отрицают свою причастность к распространению той или иной информации. Я хочу сказать, чтобы жители, граждане Чеченской Республики призвать, чтобы были бдительны, чтобы не поддавались на провокации. Случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день в Чеченской Республике нет. И в принципе весь ажиотаж, весь тот, так скажем, уровень опасности, объявление пандемии ввозом Всемирной организации здравоохранения связано с тем, чтобы предупредить проникновение коронавируса в популяции человека, как, например, гриппа. Все же уровень смертности при коронавирусной инфекции чуть выше, чем при гриппе. Но при этом я хочу сказать, что это в том случае, если количество заболевших коронавирусной инфекцией будет на таком же уровне, как количество людей с гриппом. Поэтому все страны мира, объединившись, принимая карантинные меры, принимая меры по ограничению перемещения населения, делают все для того, чтобы уровень экспрессии в популяции людей коронавируса не достиг того уровня гриппа, который циркулирует, как мы знаем, повсеместно. Это основная задача Всемирной организации здравоохранения. А так коронавирусная инфекция будет носить сезонный характер. Первая встреча вируса с человеком всегда происходит экспрессивно, с яркой клиникой, с большей смертностью. И по мере, так скажем, притирания вируса и организма человека смертность падает, клинические проявления, острота их тоже снижается. Поэтому даже если этот вирус проникнет в популяцию людей, я имею в виду в мировом масштабе, то ничего такого страшного для человечества не произойдет.